Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика», в студии Алла Муртазова. И в начале главная тема выпуска. Для защитников Отечества. Единственный субъект в России, где МВД участвует в проведении специальной военной операции на передовой. Это наша республика. Мы должны гордиться и республикой, и нашими боевыми товарищами. В Грозном торжественно открыли медицинский корпус МВД. О возможностях нового современного объекта расскажем в нашем выпуске. Стартап-площадка. Форум очень помог мне быть увереннее в себе. И я должна выступать скоро, и очень хороший опыт был. В Чеченском государственном университете запустили проект «Зона роста». О том, как студенты воплощают свои бизнес-идеи в жизнь, выяснял наш корреспондент. Испытание мощи. Будут подведены итоги и вручен приз командующего войсками округом в целом за результат спортивной работы в Южном военном округе. Южный военный округ провел чемпионат «Рывок гири». Участники проверили силу и выносливость. Президент России провел заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики. В повестку дня вошли развитие технологий искусственного интеллекта, переобучение ветеранов, спецоперации и роль работодателя в профессиональном развитии сотрудников. Владимир Путин подчеркнул, что кадровые вопросы являются фундаментальными для развития страны. В текущем году стартовала реализация 19 национальных проектов, 8 из которых направлены на обеспечение технологического лидерства страны. Чеченская Республика активно участвует в их реализации, внося свой вклад в достижение поставленных целей. Также глава государства объявил 2026 годом единства народов России. Доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, а безработица снизилась до 2,2%. Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица. Но мы с вами знаем, особенно в некоторых регионах страны, безработица среди молодежи, да и в целом по стране безработица среди молодежи, она всегда чуть повыше, но и здесь есть положительные сдвиги. Безработица среди граждан до 34 лет также устойчиво снижается и в 2024 году составила 3,8%. Начиная с 2022 года в экономику вовлечено дополнительно порядка 2,6 миллиона человек. Это хороший позитивный показатель. Сейчас на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы. При этом спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение, особенно в профессиональных группах, ключевых для производства. Это квалифицированные рабочие и инженерные кадры. Введена в эксплуатацию медико-санитарная часть МВД. Она станет ключевым объектом для качественного обслуживания сотрудников силовых структур, ветеранов и членов их семей. О деталях церемонии открытия расскажет Турпул Алитайсумов. Комплекс зданий медико-санитарной части МВД по субъекту распахнул свои двери, опережая график строительства. На его территории расположены отделения интенсивной терапии, нейрохирургии и многие другие. На открытие лечебного учреждения приехали многочисленные официальные лица. Министр внутренних дел по субъекту Аслан Расханов поблагодарил региональную власть за огромную поддержку, оказанную в ходе строительства. Ассаламу алейкум. Уважаемый Магомед Хожахмедович, уважаемый Сергей Викторович, коллеги. Сегодня мы собрались на открытие комплекса здания сооружения медико-санитарной части МВД по Чеченской Республике. Вопросы материально-технического обеспечения находились на особом контроле Рамзана Ахмадовича и руководства МВД России. Для нас очень важно оказываемая вами помощь и содействие решению вопросов охраны здоровья личного состава органов подразделения внутренних дел. Такого масштаба комплекс позволит кардинально
повысить качество, доступность оказания медицинской помощи сотрудникам, членам семьи и ветеранам. В нем созданы все комфортные условия как для лечения пациентов, так и для работы медицинского персонала. В этот торжественный день хочу также выразить огромную благодарность руководителю регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Абдулхамидовича Кадырова, Аймане Несиевне, оказывающей всестороннюю помощь и поддержку выполнения всех целей и задач. Еще раз поздравляю всех с открытием нового здания и сооружения. Строительство Күгмелтуачуна, Даламбек, она строительная массана баркалды рейсхл, воин амадажение, театр, воин могшал, алкитам, лойл, мехтен, диахитам, дал диабетки, ахмад, сила, Аллаху акбар. Председатель правительства Магомед Даудов озвучил приветственный адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В нем политик выразил уверенность, что новый объект принесет огромную пользу в лечении и реабилитации сотрудников силовых органов. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые братья, коллеги, дорогие друзья, позвольте мне зачитать приветственный адрес главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Дорогие друзья, открытие комплекса зданий медико-санитарной части является значимым шагом для повышения качества медицинской помощи сотрудникам и ветеранам МВД. Это действительно большой и функциональный объект, который в разы увеличит прием пациентов и облегчит работу персонала. От деятельности сотрудников МВД зависит безопасность и стабильность общества и государства. И поэтому условия их службы, лечения и реабилитации должны быть на высоком уровне. Сотрудники органов внутренних дел находятся на передовой линии противостояния с преступностью, незаконными вооруженными формированиями и с любым врагом, который покушается на мир и покой наших граждан. Примером мужества и героизма являются наши боевые товарищи, ставшие в трагические годы рядом с первым президентом Чеченской Республики и героем России Ахмадом Хаджи Кадыровым, который возглавил борьбу против международных террористов и экстремистов. В наши дни сотрудники МВД с честью выполняют свой долг в зоне проведения СВО, внося достойный вклад в достижение целей, поставленных президентом России, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Хочу отдельно поблагодарить медицинских работников МВД, которые проявляют героизм и смелость на СВО. Также благодарю МВД России за финансирование этого комплекса. Желаю вам успехов в работе и благополучия, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья каждому пациенту. Глава Чеченской Республики и герой России Рамзан Ахматович Кадыров. В свою очередь премьер-министр отметил, что бойцы из Чеченской Республики с доблестью и честью участвуют в выполнении поставленных задач верховным главнокомандующим. Сотрудники МВД субъекта регулярно отправляются в командировку на передовую специальной военной операции и благодаря фонду имени героя России Ахмата Хаджи Кадырова получают все самое необходимое. Даже боевой подразделение, именно там бельч, там бабьешел, Минобороны, Лилиз, Киол подразделение, царда аляцхердац, где она непосредственно шуна, именно лазбарш, цонгшхлер, сотрудник, что она штабе шун халавал вала, Рамзан сан СВО, да, ляц СБАЛ, где Минобороны подразделение шхрият. Единственный субъект в России, где МВД участвует в проведении специальной военной операции на передовой. Это наша республика. Мы должны гордиться и республикой, и нашими боевыми товарищами. Шумассана дерес хлил, бачи лазин волтаг, цонг волтаг, из шидарбни кач, уэрт из так сун угри халкар вордак, иши нейнмет, шу ижи та шудук дион, шу ижи шудук сан карвардеш. Дала лазинеш кезги бош, цонгш бош, кезги бош, хети шо кер кача, уж дабиол чена ха, савош саиш, МВД кюгли абеш,
ووكا على بولش مسانا شون ديل ريس غليل من بارت وغلق سونالا تير خاص دقق شون بركل ألا اشتعقر بولش كيبر شو دال بوخني سبويل دالاتو وكنتي بويل دالتي عبيرت كيويلا. В ходе церемонии награждения указом президента России медалью за отвагу был награжден Адам Тасуев, фельдшер отделения экстренной медицинской помощи МВД по региону. Указом главы Чеченской Республики звание Героя Чеченской Республики Онах удостоен начальник медицинской части врач Тамерлан Матиев, а медалью «100 лет образования Чеченской Республики» отмечен начальник медико-санитарной части МВД по республике Рамзан Альдебиров. За кратчайшие сроки такую красоту построить, где есть все условия, все необходимое. И, конечно, этим хочу выразить слова благодарности строителям за кратчайшие сроки, что так быстро достроили и передали нам такой объект. Рамзан Ахмадович всегда говорит, что наши сотрудники должны лечиться лучше в больницах и должны лечить лучшие врачи. И, соответственно, лучшие больницы нам построили, лучшие врачи у нас есть. Отличившиеся сотрудники МВД также были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами главы Чеченской Республики. Начальник Главного управления Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин отметил, что данное учреждение уникально в своем роде, имеет все условия для оказания помощи пациентов, защищающих честь и безопасность страны. Госпиталь не просто современное медицинское учреждение, это символ заботы государства о своих защитниках. В стенах этого госпиталя будут спасать жизни и восстанавливать здоровье те, кто рискует собой на службе, и создавать комфортные условия для реабилитации и восстановления сил сотрудников. Пусть этот госпиталь станет местом, где профессионализм врачей встречается с мужеством пациентов, новейшие технологии служат здоровью защитников правопорядка. Каждый сотрудник Министерства внутренних дел будет уверен, в трудную минуту он получит необходимую помощь. Традиции медицинской службы Министерства внутренних дел продолжат развиваться и крепнуть. Пользуясь случаем, хочу высказать слова благодарности главе Республики Рамзану Ахматовичу за его внимание к вопросам Министерства внутренних дел по ряду направлений оперативно-служебной деятельности, бытовых вопросах и социальной поддержки сотрудников. Огромное ему спасибо. Перерезав ленточку, гости осмотрели лечебное учреждение. Они побывали в палатах с самым современным оборудованием, позволяющим проводить реабилитацию, в том числе бойцов с тяжелыми ранениями. Отделение всего включает 146 койко-мест. Поликлиника площадью около 6000 квадратных метров рассчитана на 450 посещений в смену. Площадь здания госпиталя более 16 тысяч квадратных метров. Ввод в строй такого масштабного комплекса позволит кардинально повысить качество и доступность оказания медицинской помощи сотрудникам силовых структур субъекта, а также членам их семей и ветеранам. Турпал Лолит Айсумов и Сайтымин Мусаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В Республиканской детской клинической больнице имени Глинки в преддверии Нового года состоялась традиционная благотворительная акция, инициированная Хадижей Кадыровой. Юные пациенты онкологического отделения написали письма со своими заветными желаниями. В этом году от имени Хадижи Рамзановны подарки и теплые пожелания 70 детям и их родителям передала заместитель министра здравоохранения Фатима Шавхалова. Среди них и ценные призы, включая 2 путевки на Умру и материальная помощь. Инициатива направлена на поддержку детей, проходящих длительное и сложное лечение. В рамках благотворительной акции дети с онкологическими заболеваниями получили подарки от уважаемой Хадижаты Рамзаны Кадыровой. Это добрая акция, уже у нас такой получил системный характер. И каждый год, получается, на Новый год дети пишут свои пожелания. Итак, в этом году у нас 70 детей, которые страдают онкогематологическим заболеванием, получили дорогие ценные подарки. Также среди этих подарков была поездка на Умру, улучшение материального положения. Родители, дети были счастливы. Для них, которые страдают этим тяжелым недугом, это был такой радостный день в их жизни. Молодым предпринимателям рассказали о пути к успеху в Чеченском государственном университете. Спикеры рассказали студентам на своем опыте, как развивать свое в маркетинге и в другом бизнесе. Тут же были представлены новые проекты, лучшие из которых удостоились грантов, продолжит Линда Джамалдинова.
Около 500 студентов заполнили зал до отказа. Форум стал тем самым импульсом, который способен разбудить в молодом поколении жажду создавать и побеждать. Эти ребята пришли сюда впитывать опыт, задавать интересующие вопросы и, возможно, найти свой путь в мир большого бизнеса. Я пришла сюда не просто так. Это мероприятие, этот форум очень помог мне быть увереннее в себе. И я должна выступать скоро, и очень хороший опыт был. И спикеры не разочаровали. Выпускник ЧГУ, молодой предприниматель Магомед Салтымурзаев рассказал, как строится корпоративная культура и о том, какую роль она играет в работе команды. Это основано на таких вещах, которые не имеют материального подтекста. То есть это дисциплина, взаимоуважение. То есть здесь не нужны какие-то финансовые вложения, не обязательно всегда дарить какие-то подарки, давать премии. Можно начать с дисциплины и взаимоуважения. Если вокруг таких людей нет, надо от них избавляться и находить тех самых. Своим опытом также поделился основатель компании АМАЗ. Абдулмалик Махаури вдохновил историей своего пути от простого СММ-специалиста до владельца собственного дела. Кто покупал, например, в каком-то магазине, я не знаю, что угодно, например, представим, вам приходила потом в WhatsApp рассылка о том, что вот у нас какая-то акция или какое-то предложение. Бывало такое? Ну, это частая картина. Вот. Соответственно, это называется работа с клиентской базой. То есть вы все, в принципе, потенциальные клиенты какого-либо бизнеса, будь то там, я не знаю, магазины одежды, магазины стройки. Каждое выступление сопровождалось аплодисментами, а затем обрушивался шквал вопросов. Студенты не стеснялись, спрашивали о первых шагах, провалах, о том, как не бояться начинать свое дело с нуля. За что программа отвечает, которую вы создаете, как они с бизнесом связаны? То есть это как CRM-система, там клиентов собирает, их как-то конкретизирует, организует. На самом деле, тот факт, что нет конкурентов на местном рынке, наверное, говорит о том, что мы играем не на местном рынке. Мы играем по всей России, у нас уже есть франшизы, представительства в других городах, и мы ориентируемся и соревнуемся. У нас есть 2 магазина, с которыми мы соревнуемся, но мы их тоже успешно уже давно обошли. Один в Москве, один в Питере. То есть мы изучили, посмотрели, проанализировали, предложили лучше, и каждый день у нас отправки по всей России. В ходе мероприятия разыгрывали сертификаты и подарки от партнеров форума. Кроме того, в рамках проекта прошел конкурс «Зона роста ЧГУ». 2 победителя разделили призовой фонд в 100 тысяч рублей и получили возможность запустить свое дело. Половину суммы ребятам вручили сразу, остальное как только докажут реальные шаги по воплощению идеи. Лимда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В столице состоялось официальное открытие главной новогодней елки. Мероприятие прошло на центральной площади Грозного. В торжественной церемонии принял участие и столичный градоначальник Хасмагомед Кадыров. Зажглась зеленая красавица после заветных слов. С места событий Медина Мударова. Звуки музыки, радостные крики детей, восхищенные взгляды прохожих. В этот день главная площадь Грозного светится огнями. Здесь собралось тысячи людей, прямо как в новогоднюю ночь. Все с нетерпением ждут зажжения главного символа торжества. В мероприятии принял участие мэр города Хасмагомед Кадыров. 1, 2, 3, елочка, гори! Теперь елка готова радовать гостей. Высота зеленой красавицы 42 метра, диаметр 13. В этом году у нее есть отличительная черта. Она украшена световой инсталляцией, выполненной в форме традиционного чеченского орнамента. Концертной праздничной программе уже организовать на площади перед центральной мечетью мероприятия. Основной акцент именно был сделан на то, чтобы именно берег самого характер, зажим дуагецер и алшойлша, именно орелки от Еригала, в мехта Рамзана с поручением центрального улицы, когда объект, коммерческий объект, государственное учреждение оформление щино, так думаю, что праздничное настроение хривал города до октября.
Насыщенная развлекательная программа была организована по поручению главы региона Рамзана Кадырова специально для детей сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции. А гостей порадовали яркие музыкальные и танцевальные номера, конфетти и многое другое. Все остались в полном восторге. Мы сегодня с семьей приехали в Грозный, чтобы погулять. Тут было очень красиво, и выступление было очень красиво, и елка очень красивая. Нам очень понравился город, особенно как украсили наш город. И атмосфера чувствуется. Все в предвкушении Нового года. Я надеюсь, этот год будет очень счастливым. На площади также установлены аттракционы и тематические декоративные элементы. Город буквально завораживает всех своей красотой и сказочным преображением. Вокруг елки по традиции расположилась ярмарка, включившая 15 домиков, где гости и жители республики могут перекусить или выпить горячих напитков. Посмотреть на эту красоту множество людей приехали из других городов, регионов и даже стран. Грозно красивый город, и елка тоже красивая. Это очень-очень хорошо. К новогодним праздникам преобразился весь город. Магазины, аллеи, здания госучреждений, уютные общепиты. Все светится огнями. Встречать грядущий 2026 год Грозный готов. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Сайтели Мапукаев, Вести, Чеченская Республика. Для детей военнослужащих отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского ордена Жукова округа Росгвардии и сотрудников других правоохранительных ведомств организовали новогоднее шоу. Мероприятие прошло в Чеченском государственном театре юного зрителя в рамках всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения». В фойе маленьких гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка, а затем на сцене показали сказку «Как Кощей бессмертный зиму украл» в инсценировке заслуженного артиста России режиссера Вадима Домбровского. Мы всегда стараемся с особым вниманием относиться к нашему подрастающему поколению, так как в преддверии самого теплого, волшебного, семейного новогоднего праздника хочется, чтобы каждый ребенок почувствовал особое внимание и верил в сказку. Нам очень радостно, что и сегодня мы смогли в очередной раз организовать для наших детей настоящий праздник и подарить новогоднее настроение. Праздник посетили около 300 ребят, в том числе дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Мне котик понравился, мне весь понравился спектакль. Девчонки, пару шагов назад еще, пожалуйста. И сказочные герои. Улыбайтесь, подарок тогда слаще будет. И ведьма. Росгвардейцы в рамках акции также посетили специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением интеллекта. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Ребята с нетерпением ждали главного новогоднего волшебника. Они радостно его встречали, читали ему стихи, пели песни, водили хороводы и разгадывали загадки. Дед Мороз специального назначения поздравил воспитанников с наступающими праздниками, пожелал им успехов в учебе. Каждому ребенку вручили сладкий подарок. Я вас всех хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вашим деткам, нашим деткам, вашему коллективу, лично вам в Новом году крепкого здоровья, успехов по всем направлениям. Чемпионат Южного военного округа по военно-прикладному спорту собрал большое количество атлетов. Участники соревновались в нескольких весовых категориях. Подробнее о турнире в репортаже моего коллеги. Андрей Мазаненко, серебряный призер прошлогодних соревнований, пришел проверить свои способности и в этом году. Выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции, был ранен и лишился руки. Но это не помешало ему в своем выступлении в течение 8 минут без остановки поднять гирю 151 раз. Соревнования я второй раз на гирях. В прошлом году был. И уровень оппонентов прям намного вырос. В прошлый раз, видимо, первые разы были. Люди не готовились абсолютно, а тут прям результаты такие, прям тяжело, да. В чем суть соревнований, что складывается общее количество, право-лево, а если одна, то
я не знаю, можно было бы на 2 умножить как-нибудь, было бы хорошо. Чемпионат Южного военного округа по военному прикладному спорту в дисциплине рывок гири собрал 200 лучших спортсменов из различных соединений и воинских частей округа. Наравне со всеми выступили и лица с ограниченными возможностями, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки. Это новая, скажем так, новая дисциплина. Мы ее проводим уже в течение 5 лет. Специально ее разработали и внедрили в систему спортивной работы Вооруженных сил Российской Федерации для того, чтобы в массовом порядке военнослужащие могли заниматься гиревым таким упражнением, выполнять разряды. Здесь предусмотрены как возрастные группы в зависимости от возраста, так и весовые категории в каждой возрастной группе. То есть настолько грамотно распределена нагрузка и разрядные нормы, что, допустим, молодые люди до 30 лет, у них свои нормативные, молодые люди до 40 лет свои нормативы и старше 40 лет другие нормативы. Это очень сильно помогает для того, чтобы выполнить в каждой возрастной группе свои разряды. Соревнования очень насыщенные, эмоционально. Каждая команда борется за чемпионство, потому что суммарно в конце года по сумме 10 видов спорта, это спартакиада Южного округа, будут подведены итоги и вручен приз командующего войсками округом в целом за результат спортивной работы в Южном военном округе. На помостах развернулась настоящая битва за звание сильнейшего. Атлеты соревновались сразу в нескольких весовых категориях. Рывок гири – это не просто силовое упражнение, это испытание на выносливость, координацию и силу духа. За 10 минут каждый участник должен выполнить максимальное количество подъемов одной рукой, соблюдая строгую технику. Малейшая ошибка и повтор не засчитают. Данные соревнования являются важным этапом в подготовке военнослужащих, направленной на развитие физической силы, выносливости и психологической устойчивости, необходимых для успешного выполнения служебных задач. По итогам выступлений будут определены победители и призеры в командном и индивидуальном зачете. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.